Башкорт ырыуларының һәр береһенең ораны, ҡошо, тамғаһы, ағасы билдәле. Һәр ырыуҙың үҙ еләне, үҙ аҫаһы, үҙ биҙәге бар. Ә уларҙы һаҡлап ҡалыусы уңған башҡорт ҡатындары. Башҡорт милли кейеменең ҡабатланмаҫ бай этнографик күренеш булыуын Башҡортостанды өйрәнгән ғалимдар борондан әйтә килгән. Төрки халык кейемдәре араһында иң бай фантазиялы, иң төрлө һәм иң мәғәнәлеһе башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары кейеме. Сергей Игнатьевич Руденко. Сәнкем ҡыпсаҡтарҙың баш кейеме был ҡашмау тип атала. Ҡашмауҙың был йөрөн олоно тип әйтәләр, мынауһын тояғы тип әйтәләр. Үҙенең биҙәлешенә ҡарап ошолай төрлөсә була инде. Был ҡашмауҙы байҙарҙа ғына булған, хәлле кешеләрҙә бөтә кеше кейә алмаған, кейәүгә барған ҡыҙҙарға, кейәүгә барған кешеләргә генә кейендергәндәр. Есть костюм фольклорный. Вот тут уже вопрос, знаете, очень серьезный. Потому что фольклорный костюм, он иногда, знаете, вот две деревни живут рядышком, а вот мода у них разная, костюм у них разный. И потом фольклорный костюм, опять же, он не существует вне времени. Фольклорный костюм, скажем, одной и той же деревни, предположим, 16 века, один 17, другой с половины 17 века, третий с 18, с 19. И каждый век как бы привносит свои изменения. Костюм, он тоже живет во времени, он изменяется, фольклорный костюм. И у него еще плюс есть самое ценное — региональные особенности. Вот. И, естественно, он развивается с национальными пристрастиями, с национальными представлениями о красоте, с национальными пристрастиями о функциональности, там, и еще о каких-то таких параметрах. И это создает индивидуальность костюма. И в этом-то самый вкус костюма, самая его изюминка, самая красота и вот какая-то вот щемящая душу какая-то особенность, чтобы костюм полностью соответствовал не просто абстрактному региону, не просто абстрактному времени, а чтобы он полностью соответствовал конкретному времени и конкретному месту, к которому он привязан, где он образовался. Вот это уже верхний пилотаж. Вот такой фольклорный костюм практически мало у кого существует. Это, конечно, прежде всего, это знак отличия. Родоплеменной или родовой, или даже в каждой деревне были свои особенности, не только даже по этим комплексам локальным. Башҡорт халыҡ кейеме шартлы рәүештә 3 төркөмгә бүленә. Беренсе төркөйөмдәр дөйөм төрки халыҡтарҙың йолалары менән бәйле. Икенсе төркөм күскенсе халыҡтарҙың мәҙәни йоғонтоһо ҡағылған кейемдәр. Өсөнсө төркөм урындағы төп халыҡ традицияларын һаҡлаған кейемдәр. Башҡорт ҡатынының кейеме йыр, бейеү, бәйге, яу, бала һөйөү һәм мөхәббәт. Светлана Николаевна Шитова. Светлана Николаевна Шитова башҡорт костюмдарын, ҡатын-ҡыҙҙарын костюмдарын бик ныҡ өйрәнгән. Шул кейемдең үҙенсәлеге буйынса 7 өлөшкә бүлә. Һамара өлкәһе, Курган өлкәһе тип әйтәйен, шунан беҙҙең Башҡортостандың көньяҡ көнсығышын айырып әйтә. Мына мин шул Башҡортостандың көньяҡ көнсығышында үҙебеҙҙең төбәктәге 7 ырыу: Сәнкем ҡыпсаҡ, Ҡарағай ҡыпсаҡ, Ҡара ҡыпсаҡ, Үҫәргән, Түңгәүер, Бөрйән, Тамъян. Их было гораздо больше, потому что я же вам говорю, что, в общем-то, каждая местность, она имела свои какие-то особенности, и в народе об этом знали. Они вот по виду даже определяли, что вот это вот из этих мест этот человек, а другой там, особенно в женском костюме, а другой из другого там района. Это есть даже в фольклоре, что вот по костюму видно, что приехал он с Чермосана, там, допустим, или с Верховьев реки Урал, или из Оренбургских степей. Это попадаются вот такие указания. Оно так и было. Что касается вот этих 7 регионов, это я выделила их.
Это, можно сказать, это даже схема такая рабочая, но чтобы описать лучше. Более цельный вот юго-восточный регион. Там есть, конечно, различия между племенами, но они незначительные. Тип костюма, стиль одежды там один. Тип украшений. В общем-то, еще по украшениям, прежде всего, эти вот региональные костюмы различались. Ну вот, глядя на карту, на распространение, сначала я картографировала украшения, виды одежды характерные. Вот, допустим, праздничные, елен, украшенные или вышитые, или украшенные кораллами. Сначала карты были составлены. Потом по картам уже назвала, вот как-то какие-то территории обозначились. Там, допустим, Челябинский, он тоже другой совсем, Челябинский, Курганский. Там вот это характерные нагрудники ага. И в комплексе с Наспинником. Ну, вот Калипуш там был. Там свои особенности. Хотя, в общем-то, за Урале, не просто говорят, а это обоснованно уже заселялось из северо-востока. Оно как-то позже, эти земли, деревни там образовались позже. Они были башкирскими, но это пастбища, в основном и литовки там были. А потом образование деревень. И из северо-востока туда население перешло. Айские, те же башкиры. И с центральных районов, вот Учелинский район, там Абзелиловский, допустим, вот с этой территории. Поэтому там тоже смешение получилось. И даже в одной деревне, допустим, табынцы и катайцы. Но все-таки мне кажется, что вот это разделение территориальное на локальные комплексы, оно обозначилось в более позднее время. То есть были какие-то различия племенные и родовые, но вот эти комплексы, что ли, образовались они позже. Потому что, видите, табынцы в Заурале, табынцы и на Урале здесь. Но у них разная одежда, есть различия в костюме. Вот потому, говорю, как-то территориально это вот обозначилось, специфика. Символом женского юго-восточного костюма является головной убор кашмау, который богато украшен был бисером, монетами, кораллами и серебряными монетами. Это головной убор замужней женщины. Башкорт халкы табигать шартлары төрлесе булган җирдәрдә, зур территорияларда яшәгән һәм яшәй. Төбәгенә карап милли киемдә аерылган. Башкортстанның көньяк һәм көнсыгыш районнарында борынгы малсылык традициялары озак вакыт сакланган. Гамәлдә 19-нчы буаттың адактарына тиклем ирдәр каеш билбау менән йөн кушак таккан. Кулдан һугылган тукыманан тегелгән сәкмән, тире бүрек, кәпәс, киев калфак, тула оюк һәм күн аяк киеме кигән. Милли музей фондында безнең башкорт ирдәренең баш киемнәре саклана. Менә бүген сезгә күрһәтеп әйтеп китәргә кирәк. Менә был башкорт ирдәре кигән түбәтәй. Был түбәтәй икенче халыкларның түбәтәеннән үзенең формаһы менән аерылып тора. Төрек кигән түбәтәй ул бигрәк һәм тура мөешлерәк, ә менә башкорт ирләре кигән түбәтәй менә ошай. Менә сезгә киеп күрһәтәм. Менә ошай була башкорт түбәтәй. Башкорт ирләре һәр вакыт киеп йөргәннәр һәм хатта уны кышкы бuna колоксын менән дә, менә һезнең алда икенче баш киеме колоксын, буны фондта хакланган борынгы баш киеме был колоксын. Һәм буны ошу колоксынга карап, менә бүгенге көндә шулык формула эшләнгән колоксын. Менә әгәр дә карасагыз, бүгенге көндә без күңелдә кырып әйтәбез бит инде башкорт ирләр баш киеменә койрык элеп куйдылар. Был артистлардан һәм сәхнәгә чыккан вакыттагы матур дип киенгән баш киеме, ләкин ул этнографик безнең ысын башкорт халкының баш киеменә тап килмәй. Чөнки бuna Фәйзи Гаскаров 1954 елда беренче тапкыр сәхнәгә чыккан бәюсләргә элеп чыгара иде. Бuna был койрыкты кайдан ул шәйлегән? Бuna мин сезгә хәзер аны киеп күрһәтәм. Бuna карагыз әле, бuna
киябі баш киімін кейдек. Мына бұл баш киімі елкенілі, яурындылы, хауықтан, елден хәйбет сақлай. Мына қарағылады. Ел бүткөс, бұл яурынды асабыз, һәм мына өзі қарағылады. Ошу болған тири, ол ненденір құйрыққа оқшыған. Асын барлықта башқұрт кейім итіп құйрықты бір вақыттала қолданбаған. Сөңке башқұрт халқының мәқәлі бар бет. Құйрығыңды бұлғап жүрмелі. Башқұрт ири егіттері бір вақыттала өзінің баш кейімінде құйрық еліп жүрмегендер. Ол есенілі өткермеген, хауықтыла өткермеген. Башқұрт ирдері мына осындай баш кейімінде кейгендер. Бұның формаға құлақсандың зор болға, бұл форма ол әр вақытта күндөлік іште кейіп жүргендер. Оның есілі харық тирихінен ішірілген. Бына ошындай үҙенсәлекле кейемдә башҡорт яугирҙары Рәсәй ғәскәре составында 1812 йылғы Ватан һуғышында һәм башҡа һуғыштарҙа ҡатнашҡан. Европа художниктары картиналарында һәм гравюраларында һүрәтләнгән башҡорт яугирҙарының кейемдәре Австриялағы музейҙа һаҡланған башҡорт ғәскәре башлығының еләне һәм итеге бөгөн дә һаҡландыра. В XIX-XVIII веке ситцы цветные появлялись в продаже в магазинах, кумач. Так что вот это многоцветие, оно, конечно, очень характерно для башкирского костюма и издавна. Башҡорт кейеме бөтә төбәктә лә көмөш һәм мәрйен менән мул биҙәлгән ҡатмарлы ансамбль тәшкил итә. Малсылыҡ, һунарсылыҡ менән шөғөлләнгән халыҡ булараҡ, башҡорттоң кейем тегелеше, төрө һәм биҙәлеше шул шарттарға ярашлы формалаша. Кейем тегеүҙә һарыҡ һәм йәнлек тиреһе, күн, тула, йөн, киндерҙән һуғылған туҡыма, Ҡытайҙан, Персиянан, Урта Азиянан килтерелгән ефәк һәм кизе мамыҡ тауар ҡулланылған. История народа отражается, тяга к искусству нашла отражение в народном костюме. Но еще одна функция у национального костюма, я не буду говорить о национальном, это сейчас так говорят. Это народный или этнический костюм, причем он действительно по территории очень различался. Костюмы Абзелинского района и Учелинского очень отличаются. Зианчуринские они отличались. У них и костюмы отличались, и такмак, частушкалары, песни, даже движения танцев отличались. У Абзелинского фольклорного коллектива у них и так да, оборки, у них обязательно 5 было. Длинные вот сюда 5. И ленточки широкие были. Широкие ленточки. И так красиво. И у них не как разлетайка, а как-то вот так спускалось. Ровно как-то на тура инди. И яқалары тегілердің, хақал тебеді бетінде. Бедің яқта яқа дейді. Хақалары тоже отличалась. Бисердарные, кораллы такие, прямо богатые. У них в основном кораллы много больше было, чем, допустим, монет. А у, допустим, баймаков монет больше было. Вот все это глаза бросалось. А у чилинцев и так как-то каскара, покороче было. И ленточки узкие. Бедновато показалось. Мне так обидно было, посмотрев, потому что я учила, представляю, думаю, это я тогда молодая была. Потом я вникла, изучила, посмотрела, это особенность района. Это нельзя, как обзелиться ученицам одеться и шить выйти. Ни в коем случае. Или как баймаковскую тоже нельзя. Это их, это местный. Если мы вот это сохраним сегодня, значит, наш букет будет разноцветный и красивый. Уж чрезмерно украшают лентами, оборками
платья женские. Иногда смотришь и не знаешь, это марийский костюм или башкирский. В общем-то, это больше характерно для марийцев, для восточных марийцев, чем для башкир. Тем более, когда в такие платья одеваются пожилые женщины. Это не свойственно было раньше для народной одежды. Ну, у молодых еще одна, там 2 оборки были. Но сейчас иногда целый подол и разноцветные ленты. Вот это искажение есть. Да что об этом говорить, даже головной убор кашмау иногда искажают, закрывая вот это отверстие на затылке, какой-то формы, другой всем типа капора делают, хотя сохраняется лента с бусами, но форма наголовной части убора, она очень сильно изменилась. Төньяк һәм көнбайыш башкортлар ултырак тормышка иртә үсә. Уларда һугылган тукыманан тегелгән кием киң тарала. Төньяк көнсыгыш башкортларда әҙер тауарга биҙәк һалып сигелгән киемдәр өҫтөнлөк ала. Милли кейемгә һоҡланыу, һөйөү, ышаныу һәр башҡорт ҡатынына хас. Альмира Ғайнулла ҡыҙы Янбухтина. Национальный костюм – это то, что объединяет нацию. Вот какой-то один тип все-таки вырабатывается. В одежде предстают башкиры на фестивалях разных, где-то в других, тем более городах за рубежом. И считается это башкирской. Ну, в общем-то, это уже синтез, конечно. В основе лежит, скорее всего, более яркий юго-восточный костюм. Он и сохранился-то ведь больше, чем, допустим, на северо-западе одежды. Но на северо-западе там совсем другая специфика. Там ткачество было узорное, очень развито. И это повлияло на одежду. В то же время вот на юго-востоке даже полотенец узорных не делали. Не говоря уж об одежде. Вот с узорами ткаными я имею в виду. Для юго-восточного костюма характерно обилие и разнообразие верхних одежд. Ляны были праздничные и были повседневные. Праздничные ляны, конечно, украшались позументом, кораллами, монетами, бляхами. На них нашивались серебряные монеты. Башкортларда малсылык менән шөгыльләнгән башка халыклардагы кебек камзул, елән, сапан, сәкмән, кәзәкей, бишмәт һымак өҫ киемдәре булган. Бигерәк тә хатын-кыздың өҫ киемдәре ҡупшы тегелгән. Халыҡ кейеме кешенең рухын, тарихын, көнкүрешен, холоҡ-фиғелен сағылдыра. Гөлнара Тажетдинова. Очень много мы растеряли, много технологий растеряли. Причина кроется в том, что мы потеряли связь поколений. Почему? Потому что все это вот передавалось в семье. От мамы, дочери, она передавала своей дочери. И вот весь опыт технологий, весь опыт вышивки, вся технология изготовления в каких-то костюмах, все это передавалось в семье, а сейчас этого нету. Например, технология изготовления нагрудника нами была записана, воссоздана, изготовлена, и по нашей технологии изготовлено большой стенд Музея археологии и этнографии в новом здании по Гоголю. И эту технологию мы записали, живет удивительная бабушка в Сибае, Ишкильдина Алимейна, и сейчас 87 лет, она до сих пор занимается изготовлением нагрудников. Она мне передала всю технологию, и не только технологию, там какие-то части называли все названиями. Например, вот нижняя часть, где вот ажурная часть, это сельтар назывался. Потом вот та полоса, которая из монет, называлась бильды. Теперь те части, которые внутри находятся, в ульме, вот тут, конечно, очень много было узоров. Тут вот такой узор. Там он самый разнообразный тоже узоры можно было делать. Дальше вот цепочка, которая вот по краю, это хайо называлась. То есть у каждой вещи, у каждой эти элемента тоже свои названия. То же самое мы вот по копии, которую я писала в Национальном музее, по кашмау, нами было изготовлено кашмау. Даже если затрагивать как название одежды, то есть по этому направлению у нас очень мало выполненной работы, у меня было несколько публикаций. Даже по названиям одежды очень много было информации. Например, если только взять еляну, был тәңкәле елян, значит украшены монетами, укалы елян, значит украшены позументом, сугалы елян, то есть украшены полосками из сукна. И на самих елянах ведь тоже были украшения бирся, бельдерек, елкәлек, яурынса. Вот эти вот названия мы тоже забываем. Маңлайса дигән нимә кызлардыкы булган, балалардыкы булган, яшь балалардыкы. Яшь балалардыкында
Тәңкәләр ары бире илемәгәр Өрпетекейлер менән эшләнелгән булган. Өрпетекей кыз баланың яурын саккайында обязательно өчәү. Бил тапкырында 5 мәттәгә була ул. Нимәндә кезәкиендә дә була, камзулында да була. Шул маңлайсаның астында елкәлек тора. Елкәлектә иң тәүдә үз нөктәне билдәләп үтәргә кирәк. Елкәлек ул ике күздән бер авыздан торга тиеш. Ошо үз точка обязательно булырга тиеш. Ул безнең бит шайтандан маштыра торган. Маңлайсаның сикәлеге уңәстән ашып битмәй, менә ошында гына тора. Һәм сәйлән менән кыз баланың мәлендә генә. Кыз баланың сикәлеге ошында сикәлек торган. Мәлен менән сәйләндән киләдә, нимә, сук менән бетә. Белкискенә сукларында. Различалось, например, вот нагрудники количеством там рядов монет, узорами коралловыми и так далее. И тип нагрудника различался по районам. Это, конечно, еще знаковое отличие, национальный костюм. Ну а потом, конечно, и тут и отражалось и стремление как-то украсить себя и как-то предстать перед другими в выигрышном свете. Бына был катын-кызларның күкрәксәһе, был бер җирдә лә юк. Мин бына өлкәннәрнең һөйләве буенча эшләнем. Менә түшкә безнең катын-кызларның түшендә һәр вакытта түшенә кадагандар идеу булган, шун алма идеу алына торган, баш килү дип тә баш килү кайберәү баш киеме дип башка алына торган. Шул менә безнең як төбәктә бұл менә шундай, бұл шау селтәр дип атала. Бұл шау селтәрдән тәңкәләр әле менә шул килеп сыкканга тикле менә төрле емештән, иңелдек емештән эшләгән. Менә селтәр эшләгән, кайһы урыннарда аны хакал дип тә әйтәләр, менә шуны эшләгәннәр инде. Безнең яктагы бұл селтәрләрнең менә шунда тәңкәләре берәр кат кына була, әз була. Менә Бөргән районының Баймак ягының шун Әбияли районы шул тәңкәләре күп итеп эшләгән. Илдәге һәм дөньялагы социаль-икътисади үзгәрештәргә бәйле милли киемдәге халык традициялары кәмене яки бөтенләй югалды. Граждандар хугышы, аслык елдарында, коллективлаштыру усурында башкорт хатын-кызларының бидәүестәре йыеп алына. Шау көмеш тәңкәнән торган гәләбәш кеүек баш киемдәренең бөтенләй калмавы һис гаҗәп түгел. Я вот с 50-х годов занималась башкирской этнографией. Ни одного информатора не встретилось. Даже в те годы, 50-е, 60-е, 70-е, который бы видел этот головной убор. Был онытылган башкорт катын-кызларының киеме китапта галимдарның язганы буенча бер экземпляре Венгрия Будапешт каласында хаклана, берәүһе Санкт-Петербургта Румянцевтар музейында хаклана дип язалар. Исеме буны Гәләбәш, Кәләпүш дип әйтәләр. Әбеш ягында Гәләбәш элгән тигән тау бар, тау төпер түңәләк таш. Кызлар уйнаган вакытта бер кыз Гәләбәшен онытып калдырып киткәндә, лыс тәңкә булган көмеш тәңкәнән шул баш киеме дип, уны бәләкәй сакта ишеткәйнегендә. Мына безнең җирдә кылсыра такыяһы бар. Кылсыра такыяһы мына явный сувашларның киеп йөри бит әле. Тәңкәле. Мына ана шул тәңкәле такыя инде ядыон иде. Бездә бу якта без тәңкә такыя дип, ул тоже китапта бар. Висма ошлай тәңкәле ана һәрен кәлә пушмак килә. Бу яктан сук диге каргы менән мына ошы сикет тапкырдан якка бүлгәнгә. Мына ул безнең тәңкә такыягы. 20 буаттың 50-60 елдарында милли киемде башлыса олы буын кешеләре генә кия. 20 буат адагында байтак үзгәргән, стильләштерелгән милли киемдәр фольклор коллективтары өчен сәхнә киеменә әверелә. Тарихи кием менән сәхнә киеме дигән төшенчәләргә бүген иң зур яуаплылык калына. Гөлгенә Баймырдина. Мы обычно берем опять-таки на этот же каргабуткаһы, на этот же әбидәр сывагы, сценические костюмы и идем проводить праздник. Это тоже неправильно. Было время, у нас не было возможности, шили на весь район один костюм, одевали весь, и даже у ближайших районов заимствовали, займы брали так ведь. Сейчас у нас другой подход должен быть. Фольклор коллективтарынан башка айрым сәсәндәр тейпме, Акхакал, Гаскәр башлыгы, Ил агаһы, бей, бай, менә шул фольклор коллективтарындагы сыккан образ
Ларды башкарган кишилерибиздин бүтүнлөй костюмдары жок. Улар сыгалар, алар башкаралар ул. Әмма уларга карап биз белмейбиз, ким ниндей ролда икән, айрылмай. По костюмам начинают судить о народе. И искажения в костюме как бы ведут к искажению о представлении о народе. Фольклорные костюмы, они на сцене редко применяются. Они обычно применяются для проведения ритуалов, обрядов, или на природе, или где мы представляем вот лицо этой деревни, этого района. А сценические костюмы, они именно мы заказываем или приобретаем для того, чтобы создать праздник. Әгәр без фольклорды сыгарабыз икән коллективтарын, сәхнәләштерәбез икән ниндәйдер йоланы, уларның кигән киемнәре кайһы вакыт хәл вакыйгаһына, йола үтәлешенә карап тура килмәй, аларның костюмнары тура килмәй. Есть исторический костюм, и мы хранители этих исторических костюмов. Конечно, у них может быть плохая сохранность, может быть там еще что-то, но делая какие-то костюмы, нужно все-таки брать и делать и копию наших костюмов. Вот, например, когда мы выезжали, опять же, в Париж, мы приезжали в Сибай. В Сибае хранится уникальный мужской елян белый, нигде, ни в каких музеях нету. Мы взяли, изготовили копию этого еляна. То же самое, есть у нас очень интересные костюмы женские. Конечно, сохранность у них плохая, но такие костюмы, это исторический костюм. Поэтому мы стараемся именно, когда говорят, ой, какой красивый костюм башкирский, весь он в золоте, весь он там, я говорю, это не башкирский, это сценический, то есть опять же надо выделить сценический костюм и исторический костюм. Поэтому, делая какие-то даже сценические костюмы, все-таки основываться на историческом костюме. Сейчас действительно есть очень много ткани, всякой фурнитуры, все есть. Но все-таки мы должны за основу брать исторический костюм. 20 буаттың урталарында халык арасында кейем тегер өчен туқыма хугу туктатылгас, Башкортостандың төньяк райондарында кейемде тамбур менән сигеп бидәү киң таралган. Сәскә үсемлек орнаменты күлдәктең иңен, әберкәләрен, аляпкыстың түшен, итәген, ирдәр күлдәгенең еңен, ягаһын ямлап торган. Вышивка вообще, конечно, она характерна. Качество не особенно для ранних башкир характерно. А вышивка, да, была. Вышивка, но она, опять же, это вот уже результат развития в последние века на северо-востоке. Вот самая богатая вышивка – это северо-восток и Курганская область, я бы сказала. Вот. Ну, причем они различаются, Курганская область и северо-восток, по типу вышивки, по узорам. Единожды была выставка, как раз их костюмы здесь в галерее «Урал». Да, там красный цвет идет, и да, они очень яркие. Вы знаете, ну там красный, благородный очень. Там очень красивые костюмы, там вышивка, вот вы знаете, хочется рассматривать, бесконечно рассматривать хочется. Я все время удивлялась, думаю, даже мужские костюмы женщины там вышивают. Вот ведь как... Даже портянки вышивают. Даже портянки вышивают, а уж я не говорю о жениховских поясах. Вот маленькие какие-нибудь узенькие полосочки, какие-нибудь... Вот я даже не знаю, как люди находили время все это вышивать, к этому так бережно относиться и все это создавать. Потрясающе просто. Курган өлкәһе башкортларының киеме сагы үзенчәлеге менән аерылып тора. Хатын-кызлар итәге һәм ең остары сигелгән күлдәктәр, аляпкыстар кигән. Ергә тия ядып торган зур кызыл яулыктарды француз яулык дип йөрткәннәр. Уларды куш көе һатып алгандар да, уртага кыркмаенса, куш яулык яки бөркәнчек итеп ябынгандар. Курган башкортлары киеме гаҗәеп бөтен, сагыу, зауыклы, акыллы, якты күренеш. Кәримә Шәрип кызы Кайдалова. Костюм курганских башкир, пожилой женщины. Характерно для них, что женские платья по подолу, рукава украшались вышивкой тамбурной. Ну и нагрудное украшение хакал, основу которого составляют монеты, кораллы и различные подвески.
Особенностью этого комплекса является то, что вот обувь – это сарыки, голенища из сукна, и эти голенища украшались или же вышивкой, или же аппликацией. Для восточного зауральского комплекса была характерна обувь с высоким, расшитым на заднике голенищем, сарыки кота. Или аппликация была, или же вышивка. Обувь жениха – это сарыки, то есть низ кожаный, верх сукно, и также украшалась аппликация. Естественно, здесь уже орнамент более проще, чем у невесты. В основном аппликация, наиболее ярко вышивались женские. Это праздничный костюм жениха, штаны широким шагом, домотканные штаны, и на них узоры выборного тканья. Рубаха, она тоже украшена вышивкой, счетной вышивкой по горловине, планке, рукава. И украшением был красный кумач, пояс, тоже украшенный вышивкой. Нагрудник курганских, зауральских башкир также был изготовлен из монет и кораллов с подвесками, и его носили с наспинником. Не только нагрудник был, но был еще и наспинник. Нагрудник украшен также кораллами, монетами, подвесками. Особый колорит, яркость этим костюмам придают украшения. А самые богатые украшения из кораллов в сочетании с серебром – это Юго-Восток. Основу юго-восточного костюма составляли южные степные черты. Во многом этот костюм близок к юго-восточному костюму. Здесь особенности или же различия в елянах заключаются в чем? Эти костюмы еляны украшались в основном только позументом и монетами. По длине они были короче, они были приталены и застегивались на талии. То есть, если юго-восточный костюм женская распашная была одежда, то женская одежда демских башкир, она, знаете, была приталена и пристегивалась на талии. Мы пытались воссоздать 4 регионов костюма в виде кукол. Значит, вот у нас Юго-Восток. Значит, там была одежда многослойная, рубашка носилась как нательная одежда, она особо не украшалась. Поверх носили, конечно, чекмени. Чекмени украшались примерно вот так вот. Ну и, конечно, пожилую стараюсь женщину создать, она в таком меховом головном уборе. Дальше. Северо-восток. Вот я сама из Северо-Востока переехала жить сюда, отличия некоторые представили. Еще была маленькая, бабушки рядом со мной, которые жили, вышивали еще тамбуром, крючком вышивали, не иголкой, крючком. И вот, пожалуйста, костюм как бы Северо-Востока. Северо-Востока. И костюм Северо-Запад. То есть уже немножко другие нагрудники, камзолы и ну, я не скажу, что исторический костюм, но мы пытались только вот немножко перевесь называется, да? И, конечно, вот первая наша кукла, она, может быть, самая красивая, костюм демских башкирок. Вот такая. Вот так вот, может быть, даже в таком виде можно распространять региональные отличия в костюмах. Вот в таком виде, в виде таких сувениров. Мы смотрим наши эстрадные концерты, или профессиональные концерты, или художественная самодеятельность. Но иногда даже не можем отличить. Этот костюм относится к какой национальности? Татарский или башкирский? Или чувашский башкирский? Или марийский чувашский? Мы не отличаем, потому что много заимствований идет. Где-то орнаменты друг у друга мы украли, где-то мы заимствовали аппликации. Это недопустимо. Если мы на самом деле сегодня не обратим на это внимание, то будущему поколению мы в искаженном виде передадим то достояние, которое есть у каждого народа. Музейларда һакланган борынгы киемдәрне күргәс, этник традицияларны һәм буын халык осталарының тәҗрибәһен бергә кушкан сагу һәм күп яклы халык бидәү кулланма сәнгате күз алдына килә. Милли кейем һәр ырыуҙың ҡотон йыйып, халыҡты бергә туплай. Асыя Солтан ҡыҙы Ғайнуллина. Что нужно сделать, чтобы приблизить к истинному народному костюму сценические костюмы? Я бы посоветовала прежде всего изучать этнографические музейные материалы и публиковать их сериями целыми или по районам. Ну, не буквально не административным районам, это невозможно вычленить, по каким-то территориям, по областям, что ли, лучше сказать. Вот. Или те же головные уборы отдельно можно издать. Вот украшения уже вышел сборник
Но там, правда, украшения только музея археологии и этнографии собраны. Кроме того, что там просто они опубликованы, там их структура показана в конце книги, то есть сколько рядов монет, сколько... Там все схематически показано. Можно вот, глядя на эту схему, можно восстановить головной убор из новых материалов. Это еще связано, знаете, с чем? С тем, что появилось очень много пошивочных мастерских. Ну, одно дело, когда этим занимаются профессионалы, которые могут скажем, при сомнениях там в книжках покопаться. Но это ведет не просто к упрощению, а они как бы свои фантазии по поводу национального костюма начинают воплощать, не затрудняя себя обращением очень часто к умным книгам, где о костюмах, в общем-то, сегодня уже достаточно много можно почерпнуть. Сейчас появилось очень много маленьких предприятий закуточных, которые шьют очень приблизительные костюмы. Существуют еще новоявленные эти специалисты по костюмам. Вот тут-то и начинается вся беда. При приеме должны быть художественные советы на местах, которые могут запретить выйти на сцену в этих костюмах. Обычно в тендере побеждают те, кто выставляет меньшую цену. Но, извините, то, что касается сценической одежды, сценического костюма, скажем, то здесь, мне кажется, вопрос должен решаться не кто выставляет меньшую цену, а кто точнее выставляет костюм, кто его способен точнее решать, кто ближе к истине. Необходимость проведения учебы – это безусловно. И тем более, что существуют какие-то отдельные регионы, которые более или менее можно, скажем, собирать вместе и ориентировать людей все-таки на какие-то работы, связанные и с поиском, и с настоящей работой. Книги, которые сейчас изданы по костюму национальному, они замечательные. В них очень много всего интересного. Но ведь в каждом районе, в каждом регионе есть обязательно что-то такое свое, что ни в одной книге не отразить. Их надо просто посмотреть, просто вникнуть и понять, и посмотреть, насколько они как бы не являются случайными, и насколько как бы вот этот костюм бытовал в то или иное время в этом районе. Я очень много ездила, наверное, экспедиций 30 у меня было за все время. Но объездила-то по существу все, иногда даже по 2-3 раза в одних и тех же, особенно на Юго-Востоке, он мне интересным очень казался. Очень по-разному, они нечетко имеют представление, нечеткое. Вот, допустим, когда показываешь зауральских башкир восточных, челябинских, на юго-западе, на Деме, они говорят: ой, это казахи. Они не говорят, что это башкиры. И наоборот, когда, допустим, вот демских показываешь где-то на юго-востоке, они, видимо, по нагруднику говорят: нет, это чуваши. Уже так много я видела, и так много это материала во всех фондах. Все. Вроде бы ничего уже и нового нету, наоборот, ну, исчезают вещи, исчезают. И в фондах они утрачиваются. Башкорт халык киемдәренең төрлелеге, эстетик зауыгы, табигый шартларга яраклашуы, биҙәктәргә бай булуы иҫ-киткес ҙур хазинабыҙ. Халҡыбыҙҙың меңәр йылдар буйы кейгән ғәжәп бай милли кейемдәре бөтә ғалимдарҙы, башҡа халыҡтарҙы һоҡландыра, уйландыра. Милли кейем ата-бабаларҙан ҡалған оло мираҫ ул. Үҙ кейемебеҙҙе, йәғни үҙ йөҙөбөҙҙө белергә, өйрәнергә, һаҡларға, кәрәк урында яҡларға тейешбеҙ.